Рассказ о Луте, мир ему, в священном Коране. Ввиду важности всего, о чем говорилось выше, рассказ о Луте приводится в целом ряде аятов Корана. Аллах Всевышний сказал: «Мы также послали Лута, и он сказал людям своего народа: неужели вы и впредь будете развратничать, совершая то, чего до вас не совершал никто из обитателей миров? Поистине, влекомые страстью, овладеваете вы мужчинами вместо женщин, а ведь это значит, что вы люди, приступающие все границы». В ответ люди его народа только говорили друг другу: «Изгоните их из вашего селения. Поистине, они люди, которые хотят очиститься. И мы спасли Лута и всех членов его семьи, кроме его жены, которая оказалась среди оставшихся. И мы осыпали их дождем из камней. Посмотри же, каков был исход для грешников». Сура 7, аяты с 80 по 84. Аллах Всевышний также сказал: «Наши посланники, которые принесли Ибрахиму радостную весть, сказали: мир. И он тоже сказал: мир, и поспешил принести им мясо жареного теленка. Когда Ибрахим увидел, что они не притрагиваются к угощению, он осудил их и ощутил страх перед ними. Но они сказали: не бойся, поистине мы посланы к народу Лута». Его жена, стоявшая за занавеской или прислуживавшая им, засмеялась. По мнению большинства толкователей, жена Ибрахима удивилась тому, что он испугался гостей, что и вызвало ее смех. «И мы порадовали ее вестью об Исхаке, а после Исхака — о Якубе. Она воскликнула: «О горе мне! Неужели я смогу родить? Ведь я старуха, и муж мой старик. Поистине это удивительно». Они сказали: «Неужели дивишься ты велению Аллаха? Да пребудут с вами милость Аллаха и его благословение, о члены семейства Ибрахима. Поистине он достохвальный, славный». Когда страх Ибрахима прошел и к нему пришла радостная весть, он стал спорить с нашими посланниками о каре, уготованной для народа Лута. Поистине был Ибрахим кротким, смиренным и кающимся. Ангелы же сказали: «О Ибрахим, оставь это, ибо уже известно, что по велению твоего Господа их постигнет неотвратимое наказание». Когда наши посланники явились к Луту, он огорчился из-за них, оказался не в силах терпеть это и сказал: «Это тяжелый день». К нему сбежались люди его народа, которые и прежде совершали прегрешения. Лут сказал: «О народ мой, вот мои дочери, которые чище для вас, чем мужчины. Побойтесь же Аллаха и не срамите меня перед моими гостями. Неужели нет среди вас ни одного благоразумного мужа?» Они сказали: «Тебе известно, что нам не нужны твои дочери, ведь ты знаешь, чего мы хотим». Лут сказал: «Если бы обладал я силой, чтобы одолеть вас, или мог опереться на прочную основу». Ангелы сказали: «О Лут, поистине мы посланники твоего Господа. Что же касается этих людей, то они ничего тебе не сделают. Когда пройдет часть ночи, отправляйся в путь со всеми членами твоей семьи, кроме твоей жены, и пусть никто из вас не оглядывается. Поистине поразит ее то же, что поразит их, а установленный для них срок подойдет утром. Разве утро не близко?» Когда же наступил срок осуществления нашего веления, мы перевернули вверх дном их селение и осыпали этих людей камнями из обожженной глины, падавшими друг на друга и помеченными у твоего Господа. Недалеки они от несправедливых. Сура 11, аяты с 69 по 83. Аллах Всевышний также сказал: «И сообщи им о гостях Ибрахима». Когда они вошли к нему и сказали мир, он сказал: «Поистине мы боимся вас». Они сказали: «Не бойся, ведь мы порадуем тебя вестью о знающем мальчике», то есть о том, что у тебя родится сын, который обретет знание и мудрость, когда вырастет. Он сказал: «Неужели вы радуете меня доброй вестью, когда я уже стар? Чем же вы радуете меня?» Они сказали: «То, чем мы порадовали тебя, истинно. Так не будь же одним из отчаявшихся». Ибрахим сказал: «Кто же отчаивается в милости Господа своего, кроме заблудших?» Он сказал: «Какое же еще у вас дело, о посланники?» Они сказали: «Поистине посланы мы к людям, совершающим преступления, чтобы уничтожить их всех до единого, за исключением членов семьи Лута. Поистине мы спасем всех их, кроме его жены, ибо решили мы, то есть Аллах решил, что она будет среди оставшихся и подвергнется
подвергнется наказанию. Когда посланники явились к семье Лута, он сказал: «Поистине, вы люди незнакомые». Они сказали: «Мы явились к тебе с тем, относительно чего они сомневались. Мы явились к тебе с истиной, и поистине мы говорим правду. Когда пройдет часть ночи, отправляйся в путь вместе с членами своей семьи и иди позади них. Пусть никто из вас не оглядывается, и ступайте туда, куда вам велят». И мы ниспослали Луту откровение, в котором поведали, что наутро они будут поголовно уничтожены. Когда ликующие жители города явились к Луту, он сказал им: «Это мои гости, так не позорьте же меня, и побойтесь Аллаха, и не срамите меня». Они сказали: «Разве не запретили мы тебе оказывать гостеприимство чужеземцам?» Он сказал: «Если вы решили совершить подобное с моими гостями, то вот мои дочери, лучше женитесь на них. Клянусь твоей жизнью, они блуждали в своем опьянении, не ведая, что их ждет, а на восходе солнца их поразил вопль, и мы перевернули вверх дном их селения и осыпали их камнями из обожженной глины. Поистине, в этом знамение для тех, кто способен видеть. Поистине, эти города находились на торной дороге, ведущей из Мекки в Шам. Поистине, в этом знамение для верующих». Сура 15, аяты с 51 по 77. Аллах Всевышний также сказал: «Люди народа Лута сочли посланников лжецами. Вот сказал им брат их Лут: неужели вы не убоитесь? Поистине я посланник к вам, и я достоин доверия. Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это никакой награды, ибо наградит меня только Господь миров. Неужели вы и впредь будете овладевать мужчинами из числа чужеземцев, покидая ваших жен, которых создал для вас ваш Господь? Поистине вы люди, приступающие пределы дозволенного». Они сказали: «О Лут, поистине, если ты не прекратишь говорить такие слова, то окажешься одним из изгнанников». На это он сказал: «Поистине, я один из ненавистников ваших деяний. Господь мой, упаси меня и членов моей семьи от того, что они творят». И мы спасли его и всех членов его семьи, кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся. Потом мы уничтожили всех прочих, осыпав их дождем из камней. Злополучным стал дождь этот для тех, кого предостерегали. Поистине, в этом знамение, но в большинстве своем они не веруют. Поистине, Господь твой всемогущий, милостивый. Сура 26, аяты со 160 по 175. Аллах Всевышний также сказал: «Мы также послали Лута, и он сказал людям своего народа: неужели вы и впредь будете развратничать, взирая на это? Неужели, влекомые страстью, будете вы овладевать мужчинами вместо женщин? Да, вы люди невежественные». В ответ Луту люди его народа только говорили: «Изгоните семью Лута из нашего селения. Поистине, они люди, которые хотят очиститься, и мы спасли его и всех членов его семьи, кроме его жены, которой мы предопределили оказаться одной из оставшихся. И мы осыпали их дождем из камней. Злополучным стал дождь этот для тех, кого предостерегали». Сура 27, аяты с 54 по 58. Аллах Всевышний также сказал: «Мы также послали Лута, и он сказал людям своего народа: поистине вы развратничаете, совершая то, чего до вас не совершал никто из обитателей миров, ведь вы овладеваете мужчинами, разбойничаете на дорогах и занимаетесь неподобающими делами в местах ваших собраний». В ответ Луту люди его народа только говорили: «Навлеки же на нас кару Аллаха, если ты из числа правдивых». Тогда Лут сказал: «Господь мой, помоги мне одолеть людей, распространяющих нечестие». Явившись к Ибрахиму с радостной вестью, наши посланники сказали: «Поистине мы погубим жителей этого селения, ибо жители его несправедливы». Он сказал: «Но ведь в этом селении живет и Лут». Они сказали: «Нам лучше знать, кто живет в этом селении. Мы непременно спасем его и всех членов его семьи, кроме его жены, которая будет в числе тех, кто остался
останется. Когда наши посланники явились к Луту, он огорчился из-за них и оказался не в силах терпеть это. Они же сказали: «Не бойся и не печалься. Поистине мы спасем тебя и всю твою семью, кроме твоей жены, которая будет в числе тех, кто останется. Поистине мы низведем на жителей этого селения кару с небес за то, что они поступали греховно. И оставили мы от этих селений только ясное знамение для людей разумеющих». Сура 29, аяты с 28 по 35. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине Лут был одним из посланников. Мы спасли его и всю его семью, кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся. Потом уничтожили мы всех прочих, мимо которых вы проходите утром и ночью. Неужели вы не уразумеете?» Сура 37, аяты со 133 по 138. Приведя рассказ о гостях Ибрахима, которые порадовали его вестью о знающем сыне, Аллах Всевышний сказал: «Ибрахим сказал: какое же еще у вас дело, о посланники?» Они сказали: «Поистине посланы мы к людям, совершающим преступления, чтобы осыпать их камнями из обожженной глины, помеченными у твоего Господа для тех, кто приступал пределы дозволенного. И мы вывели верующих, которые находились в этих селениях, обнаружив там лишь один дом, где находились люди, покорившиеся Аллаху. И оставили мы на месте, где находились эти селения, знамение для тех, кто боится мучительного наказания». Сура 51, аяты с 31 по 37. Аллах Всевышний также сказал: «Народ Лута счел предостережение ложью. Поистине мы наслали на них ураган, принесший с собой камни, и они погубили их всех, кроме членов семьи Лута, которых мы спасли перед рассветом по милости нашей. Так вознаграждаем мы тех, кто благодарил». Он предупреждал их о том, какова наша хватка, но они подвергали сомнению эти предостережения. Они настойчиво требовали у него его гостей, и тогда мы лишили их зрения и сказали: «Вкусите же мое наказание и мои предостережения». А ранним утром постигло их наказание неприходящее: «Вкусите же мое наказание и мои предостережения». Мы сделали Коран легким для запоминания, но найдется ли тот, кто усвоит его наставления? Сура 54, аяты с 33 по 40. О Луте и его народе упоминается и в других аятах Корана, которые приводились нами, когда речь шла о народе Нуха, адитах и самудянах. Здесь же мы приводим ряд аятов и хадисов для того, чтобы показать, что с ними происходило и что постигло их по воле Аллаха, к которому следует обращаться за помощью. Когда Лут, мир ему, призвал этих людей поклоняться одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварища, и запретил им совершать мерзости, о которых упоминается в Коране, никто из них не послушал его и не отказался от того, что он им запрещал. Более того, они решили изгнать своего посланника. Поскольку эти люди были неразумными, на все обращения к ним они давали один и тот же ответ: «Изгоните семью Лута из вашего селения. Поистине они люди, которые хотят очиститься». Таким образом, высшую похвалу они рассматривали как порицание, требующее изгнания тех, кому оно выражалось, а говорить подобное их побуждало лишь упрямство. Аллах действительно очистил Лута и всех членов его семьи, за исключением жены, и вывел их оттуда наилучшим образом. Что же касается народа Лута, то он навечно оставил этих людей там, где они жили, но только после того, как по его воле это место было затоплено бушующими волнами зловонного озера, а эти люди оказались в жарком пламени. Так они отвечали Луту, запрещавшему им совершать самое мерзкое дело, которого до них не совершал никто, и поэтому их удел стал назиданием для обитателей миров. Однако помимо этого люди народа Лута разбойничали на дорогах, предавали товарищей и совершали самые разные неподобающие дела в местах своих собраний, где они вели вечерние беседы. Так, например, говорят, что они громко испускали ветры, не стесняясь тех, кто находился в собрании вместе с ними. Не исключается также, что в местах своих собраний они совершали и самые тяжкие прегрешения, не считая это зазорным и не внимая увещеваниям и советам разумных людей. Таким образом,
образом эти люди были подобны животным и являлись заблудшими даже в большей степени, ибо они не отказывались от того, что творили в настоящем, не раскаивались в том, чем занимались в прошлом и ничего не желали менять в будущем, за что и понесли суровое наказание Аллаха. Среди прочего, они говорили Луту: «Навлеки же на нас кару Аллаха, если ты из числа правдивых», то есть требовали от него, чтобы их постигло великое наказание, об опасности которого он их предостерегал.